Жеңиш Парпиевич, 19 бөлімді açсаңыздар, расмий тілде нарушение против порядка управления в сфере обеспечения движения и эксплуатации дейта. Вот мне наши граждане через Facebook задают такие вопросы. Там есть статья 123, первый пункт. Превышение скорости менее чем 20 километров идет штраф физическому лицу 1000 сом, юридическому лицу 5000 сом. Превышение, пункт 4, более чем на 40 километров в час идет 7500 физическому и юридическому 23 тысячи. И здесь такой у вас интересный казус получился. Превышение менее чем на 20 километров и до 40 километров получается одинаковый. То есть до 39 километров я нарушил, я должна буду заплатить 1000 сом, на 1 километр больше получается 40 километров, я плачу 7500. Странный какой-то юридический казус, да? Вот что, как гражданам это разъяснить? Эльвира Джалгамбековна, все вопросы касательно кодексов, вот у нас есть члены экспертной рабочей группы, вот они будут отвечать. Уважаемые члены экспертной группы, 6-миллионному населению Кыргызстана разъясните, пожалуйста. 39 километров я плачу 1000 сом штраф, 40 километров я плачу 7500, разница в 1 километр. И плюс есть такая международная практика, погрешность в 5, 10, 15 километров вообще не налагается штраф. Как быть в таком случае? На чьей стороне будет государство? Слышно, да? Да, погромче, пожалуйста. Уважаемые депутаты, ну извините, если можно, я сделаю такую маленькую ремарку сначала, да? Вот те вопросы, которые вы задаете, их надо было, на мой взгляд, я вообще специалист по парламентскому праву. Я один из разработчиков, который вместе с вами, с предыдущими СОЗовыми писал регламент Джорку Кенеша. Так вот, я хочу сказать, такого рода вопросы, они, как правило, обсуждаются до пленарной сессии, в комитетском режиме. И мы, честно говоря, очень долго ждем, когда нас парламентарии, комитеты профильные пригласят и будут обсуждать эти вопросы. Вот те вопросы, которые вы поднимаете, мы хотели к вам давно прийти, и чтобы вы услышали консультации. Извините, вот сегодня, пожалуйста. Да, сегодня, Извините, вчера мы пожалуйста. тоже, нам не дают слово сказать, это было вчера тоже в комитете, мы вынуждены были себе вырывать это слово. У нас вчера мы пригласили экспертов, которые были в доступе и могли отдать ответы. Сегодня у нас, вы знаете, что уголовное право – это очень большое, обширное право. Там нельзя одному человеку быть энциклопедистом. Там есть специалисты по уголовному кодексу, есть специалисты по кодексу о проступках, о кодексу о нарушениях, там, я не знаю, УИК, пенитенциарная система и так далее. Вот у нас были эксперты, мы предлагали вам консультации, этого никто не хотел получать. Вообще, очень унизительное отношение к экспертам я вижу в парламенте, да? Я вам говорю, я 2 года тому назад ушла из международной организации, тогда я не могла говорить... Спасибо за комментарий. Я вас поняла. Я ни в коей мере, я хочу тоже добавить от своего лица. Эльвира Джалгамбековна, кечиресиз, сизге суроо берилди, ошо суроодон чыкпай жооп берип койсоңуз, баяндамага өзүнчө убакыт сурасаңыз берилет баяндама. Сиз суроого жооп бериңиз, сизге... Жок, жооп бере албайм деп атпайбы. Бул суроого деген... Сиз суроого жооп бере аласызбы, ошого эле жооп берсеңиз. Суроого жооп бериңиз. Экспертом по тем вопросам, которые вы задаете, является один из... Вообще там 114 человек разрабатывали, 7 рабочих групп. Один из лучших экспертов, который этим занимался, Ирина Летова и вот Егор Скобеев, которые здесь сидят. Но вот те поправки, о которых вы говорите, кажется, они появились у вас в парламенте здесь. Давайте спросим у тех депутатов. Сравнительная таблица есть. Она вам в помощь сделана для того, чтобы вы могли сравнивать вот эту лесенку преступлений, чтобы не было хаотичных наказаний. Чтобы за малое преступление давали миллион... Спасибо большое. Спасибо большое. Я вас услышала. Жеңиш Парпиевич. Рахмат. И мен уақытым кетіп атат. Рахмат. Я вас поняла. Ни в коей мере я не обвиняю никого. Здесь надо признать, что опозорились на всю страну не только там эксперты и правительство, но и парламент. Это надо признать, и хватит уже перепираться. И ответов не будет, да, Жеңиш Парпиевич? Бул суроого жооп жокпу? Эртең гаишниктер штрафовать этсе айылдарда 39 километрге 1000 сом, бир разница в 1 километр 7500 коррупция болуп кетет атта. Кантебиз? Эльвира Жалгалбековна, мен айткандай ички немелерди ошол эксперттер жакшы билет да, мунучу. Эгер кандайдыр бир мындай келишпестик болсо, биз аны чогулашып Жок, эми болгону болду, баарыбыз моюнга алалы да, болгону болду, уят болду, карапайым эл курабасын, эмне кылыш керек деген, мындан кандай чечим болот деп. Дасан Арсбекович, мен убактымды улантып коесузбу?
Жок да. Экинчи суроо. Элбир Жыргалбек уруксат болсо, ички иштер министри Жунуш Алиев. Бул жерде каралган, жанагы сиз айткан 20 жана 40 бул установленный знактан өткөндөн кийинкиси. Эгерде 60 коюлган болсо, 80ден өтсө ошондо. Эгерде 90 коюлса, 130 майда баратса ошондо каралат. Биринчиден. Экинчиден Элбир Жыргалбек эмне туура түшүнсөңүз, берде көп жерлеринде ката бар. Ал боюнча биз атай өзгөртүү киргизип атабыз. Азыркы учурда атайын иштеп чыгарылган топ, мен өзүм ички иштер министрлигинде дагы курсташаттар башкарган топ бар. Мен айткан иштейт сөзүм, алар. азыр элди штрафовать этпейсиздерби? Берде туура эле жазылган. Эгерде 60-тын знак тура турган болсо, 80ден ашкан болсо штрафа этет. Есть международная практика 5, 10, 15 километрге чейин расмий түрдө кээ бир мамлекеттерде 10 секунд бергиле. Ал знактар жок жерге. Бул знактар бар жерде. Хорошо. Экинчи суроого эми Дастан Арсбекович дагы убакыт сурайм, пожалуйста. Экинчи суроону бере албай калдым. Мы здесь пока выясняли, кто прав, кто виноват. Кечиресиз. 20 секунд сизге кошулду. Чоң Сурооңуз кайталанып рахмат. калды. 126 статья не предоставление транспорта органам внутренних дел, ГКМБ и медработникам. Скажите, пожалуйста, МВД жетекчилигине, кечээнкү пьяный сотрудник МВД в ДТП, погибла женщина беременная, да? После этого ни один гражданин не доверит передать вам свой транспорт. Плюс 10 секунд. Плюс у вас засекречен бюджет, что ГКНБ, что МВД. Сколько вы тратите на транспорт? Эч ким билбейт. Эл кантип сизлерге ишенип транспортты бериш керек ушундай мас болгон учурлардан кийин? Түшүнүп атам, Элбир Жыргалбек эне, бул өзүңүз билгендей, биринчиде жол эрежесинде милиционер же башка кызматкер жазылбаган экен, жол эрежесинде айдоочу деп жазылган. Ошол учурда ошол кылмыш кылган кызматкер айдоочу болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, тергөөчү жактан аны чаралары боюнча атайын киргизилип, чаралар бүгүнкү күндө конвой коюлуп кайтарылып турат. Бардык айдоочу катарында жооп берет. Экинчисинен туура айтып атабыз. Биз иш апарыш керек. Бүгүнкү күндө элдин көз карашы кандай болору, ал боюнча иш апарабыз.